Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Мы продолжаем общаться с гостями и участниками третьего федерального форума «Цифровой алмаз», который в эти дни принимает столица Якутии. Сегодня мой гость Андрей Анатольевич Климов. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Группа «Астра». Да. Чем занимается? Давайте знакомиться. Давайте. Смотрите, группа «Астра» занимается разработкой программного обеспечения. Программное обеспечение, которое, в общем-то, такое специализированное и предназначено для замены ушедших иностранных вендоров. Как все мы прекрасно знаем, в общем-то, хлопнули дверью, ушли и оставили нас без технической поддержки. Такие известные, в общем-то, компании, как Microsoft, IBM, Oracle и другие лидеры индустрии. Вот мы, в общем-то, успешно справляемся с задачей замещения этих решений на отечественные. То есть компании 15 лет, компания очень быстро растет. Сейчас в компании работает порядка 2400 человек. И большая часть из них это инженеры, программисты. Деятельность направлена на замену прежде всего операционных систем на рабочих станциях. Здесь мы просто признанные лидеры. И так более сложных историй, таких как базы данных, средства виртуализации, бэкапа. Не буду в технические детали погружаться, но в целом это весь стек программного обеспечения, который был до ухода. До активных санкций, так До скажем. активных санкций. Вы сказали про то, что про вендоров, правильно? Да. Насколько я понимаю, это заказчик? Нет, вендор — это производитель. Производитель. Да. Вот какие задачи сегодня стоят, вызовы даже, я бы сказал, перед производителями? Вызовы обеспечить, в общем-то, такой же уровень сервиса, какой был до, в общем-то, ухода предыдущих производителей. Обеспечить непрерывность бизнеса, поскольку основными заказчиками для Astra являются все-таки корпоративные клиенты. И очень приятно, что на этом форуме представлены, в общем-то, все наши корпоративные клиенты. И непрерывность бизнеса при переходе на отечественное программное обеспечение для нас является ключевой задачей. Это первое. Второе — это уровень безопасности. То есть все мы, наверное, слышали о том, что сейчас огромное количество кибератак, воруют данные, в общем-то, много злоумышленников. И группа компании Astra успешно с этим справляется. Поскольку опыт большой, мы начали этим заниматься еще до санкций 2014 года, поэтому, в общем-то, накопили огромный опыт создания средств защиты информации. Они патентованные, это наши отечественные разработки. Они внедрены в продукты группы. И, в общем-то, оттестированы, еще раз повторюсь, крупными корпоративными заказчиками, такими как Alrosa, например. Смотрите, мне понятно с софтом, с заменой софта Microsoft Office условного. Office нет, мы не занимаемся. Office не занимаетесь, просто Microsoft. Операционные системы. Операционки. Да. Ага. Вы в свое время говорили, что будете развивать высокотехнологичное программное обеспечение компании. Да. Такое и есть. Это оно и есть. Да, оно такое и есть, причем оно действительно высокотехнологичное. Почему? Потому что помимо просто замены вашей операционной системы на рабочей станции, нужно обеспечить совместимость с производителями офисных приложений, с производителями других бизнес-приложений, с производителями игр и прочие другие. И очень много таких вопросов, которые, в общем-то, стоят перед разработчиком операционных систем. И мы успешно с ними справляемся, поскольку предоставляем открытые, скажем так, интерфейсы для работы на наших программных продуктах. Такого, в общем-то, подхода на российском рынке, в общем, его немного. Почему? Потому что я не хочу углубляться в детали, но под Astra писать легко, потому что мы предоставляем все, что нужно для производителя других бизнес-решений. Давайте тогда о бизнесе поговорим. С какими запросами он к вам приходит сегодня еще? Как сам поменялся бизнес в этом направлении? В принципе, бизнес как работал, так и работает. И для него, конечно, задача импортозамещения, она, скажем так, возникла вынужденно, наверное. Причем практически однодневно. Прямо однодневно, потому что были прецеденты, когда выключали облака публичные, иностранные, просто в один день, не дав скопировать ни данные, ни приложения, ничего. Были такие жесткие варианты выхода, не буду называть компании. Бизнесу нужно сохранить свой бизнес и сделать так, чтобы этот бизнес развивался.
в новых условиях, в новых реалиях. Вот. И, соответственно, переход должен быть практически бесшовным. Вот. Это непросто. Вот. Это такая большая технологическая задача, вот, с которой мы научились справляться. То есть есть большая партнерская сеть, есть сублимированный опыт перехода с импортного на отечественное в нашем астроконсалтинге. Вот, и мы, в общем-то, не один наш крупный клиент, в общем-то, входя в процесс импортозамещения, сначала проходит именно такой этап консалтинга, когда что на что менять, чтобы бизнес, как я уже говорил, работал непрерывно. Вот, это наша ключевая задача. Второе – это ответственность. То есть зачастую наши корпорации сильно географически распределены, вот, поэтому группа компании Astra представлена в виде офисов технической поддержки от Владивостока до Калининграда, все часовые пояса. Вот, это единая сеть, единая компания, и вы можете звонить и по владивостокскому времени, и по московскому. И по калининградскому. Да, и по калининградскому. Вас поддержат, не бросят, в общем-то, и все будет Андрей хорошо. Анатольевич, вы сказали, что важная часть, которая сегодня уделяется вашей компании, это кибербезопасность. Да. Как идет процесс? Вот мне всегда было интересно, какие современные методы отражения тех атак, которые, все-таки та сторона хитрее, возможно, которая эти атаки осуществляет. Как обхитрить мошенника? Еще раз повторюсь, в состав операционной системы, в определенной ее редакции, там, где это нужно, да, включены патентованные средства защиты информации. Это чисто отечественная разработка, вот, где мы, в общем-то, следуя рекомендациям руководящих, в общем-то, органов, сделали такие, в общем-то, программные средства защиты. Вот. Они обновляются, то есть ежеквартально выходят обновления. То есть как только появляются новые угрозы, появляются новые рекомендации, мы их внедряем в продукт, и происходит такое так называемое минорное обновление, которое заказчик, который подписал с нами долгосрочные, да в принципе, кто купил, скажем так, лицензию на Астру с технической поддержкой, имеет право их скачивать, применять. Вот. Мы идем дальше. Мы, в общем-то, работаем с компаниями, которые, так называемые белые хакеры, да, наверное, вот, которые осуществляют тестирование продукта на безопасность. Это называется баг-баунти. Ага. Да. Как баг-баунти? Да, ага. да. То есть, когда мы, в общем-то, готовы платить им за то, что они взломали, условно, да? Взломали или нашли какие-то уязвимости. То есть взломать достаточно сложно, а вот какие-то шероховатости, уязвимости новые найти — это можно, да. Мы в этой программе участвуем совместно с нашими партнерами. Вот, и, в общем-то, довольно интересный процесс. Вы еще упомянули облака. Вот я имею в виду, Да. понимаю, это же облачные хранилища, облачные базы данных. Не обязательно. Облака — это, скажем так, это, по сути дела, метод доставки контента. Это может быть в виде приложений. То есть, вот, например, в мобильном телефоне, да. В мобильном телефоне, да, вы там, в зависимости от производителя операционной системы в вашем мобильном телефоне, пользуетесь рядом приложений, которые, в общем-то, в облаке хранят эти данные. Вот. Мы делаем примерно то же самое, но только мы не производим операционную систему для телефонов, мы начинаем с планшетов. Вот мобильная Astra есть для планшетов, да, и далее, вплоть до серверов больших. Мы, по сути дела, реализуем тот же самый подход. То есть вы можете сделать частное облако, то есть в рамках своей организации, вы можете хранить данные в публичном облаке, есть Astra Cloud, вот, и пользоваться этими же приложениями, скажем так, но российского производства в рамках уже облака, которое никогда никуда из России не уйдет, потому что оно расположено на российских серверах, и никто вам доступ туда не выключит. Но я думаю, в этом большая разница. Вот, и это одно из преимуществ Абсолютно. коллегами или конкурентами, как хотите, так и называйте. Да. Андрей Анатольевич, в заключение хочу поговорить на две важные темы. С кем удалось посотрудничать в республике уже? С кем ведете активную работу? История работы с республикой началась не вчера, а ей уже несколько лет. То есть это, безусловно, правительство республики, это Министерство цифрового развития. Вот. Инноваций. Да, инноваций. Вот. Огромное спасибо коллегам за активное, даже проактивное участие и работу. Вот. Это крупные предприятия, например, такие как Алроса,
Вот, идет очень эффективное взаимодействие и процесс импортозамещения. Вот, мы очень довольны и отношением к вопросу импортозамещения, и конкретно к решениям от группы компании «Астра». Вот, это сотрудничество развивается, и мы точно не собираемся останавливаться. Вот, и точно и защитим данные, и импортозаместим. Вот. Но это самое главное. Хочу в заключение, самый последний вопрос задам. Что планируете ввести, увести, конечно же, в переносном смысле, с цифрового алмаза этого года? Ну, для нас участие в форуме дебютное, то есть мы первый раз участвуем, опять же, так сказать, для поддержки правительства, вот, и крупных заказчиков, крупных клиентов. Вот. Мы очень довольны тем, что приняли решение участвовать, потому что форум, в общем-то, развивается. Самое интересное, я вот сегодня наблюдал очень большое количество молодежи, потому что сейчас, 2 секунды займу эфир, очень большая проблема в кадрах. То есть именно в людях, которые знают российские технологии. Поскольку им не так много лет, да, там 3-4 года мы активно этим занимаемся, то большая проблема именно в обучении этих людей, в развитии, потому что продукт-то мы произведем, его надо кому-то поддерживать, устанавливать, развивать, обновлять и дальше это все сопровождать. Вот, поэтому мы этому вопросу уделяем огромное внимание. Вот, я не буду рассказывать всех секретов, мы продолжим завтра. Не спорю, да. Вот, завтра будут всякие интересные новости в этой области. Вот, я могу сказать только одно, что те молодые люди, которые сейчас готовы инвестировать свои силы, знания и развиваться в области импортозамещения с нашими продуктами, точно найдут себе работу завтра, вот, и будут очень востребованы послезавтра. Вот, потому что процесс пошел, процесс не остановить, и назад дороги у нас нет. Ну, это не может не радовать, действительно, Андрей Анатольевич, я с вами согласен. Будущее у нас не только в цифровизации, как она есть, но и в наших кадрах, которые мы для нее готовим. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо, что пригласили. Спасибо огромное. Это было актуальное интервью. До встречи.